Башкортостан – один из крупных опорных регионов России с благоприятным инвестиционным климатом. Надежный деловой партнер более чем 100 стран мира. Залог конкурентоспособности республики в комплексном подходе к развитию своих территорий, раскрытию их потенциала. На юго-востоке Башкортостана активными плюсами роста являются Баймакский район и город Баймак. Стимулирование экономики и социальной сферы укрепило этот край в статусах крупного агропромышленного, индустриального и туристско-рекреационного центров Зауралья. Направление деятельности здесь задает сама природа. Баймакский район – один из крупнейших производителей и поставщиков продукции сельского хозяйства в Башкортостане. По объему посевных площадей он занимает первое место в республике. По валовому сбору зерновых на протяжении 5 лет уверенно входит в тройку лучших. Грамотное сочетание вековых традиций и инноваций позволяет району даже в условиях рискованного земледелия уверенно удерживать лидерские позиции. Бескрайние золотистые поля, где в каждом колосе энергия теплого баймакского солнца, награда хлеборобам за их труд. На новый уровень вышло животноводство. На территории Баймакского района успешно реализуется масштабный проект по строительству мегафермы на 1280 голов крупного рогатого скота. Первая очередь уже введена в эксплуатацию. Это современный высокотехнологичный комплекс, которому в Зауралье пока нет равных. Все процессы автоматизированы. Комплекс оснащен роботом-подравнивателем кормов. За счет более частого кормления увеличивается прирост надоев. На втором этапе планируется строительство еще 2 комплексов и выход на проектную мощность 8500 тонн молока в год. Благодаря поддержке со стороны республики в районе активно развиваются фермерские хозяйства. За 5 лет их количество увеличилось почти в 2 раза, благодаря чему Баймакский район занимает первое место в рейтинге районов. Баймакский район является лидером республики по количеству конепоголовья. В настоящее время здесь насчитывается более 20 тысяч голов. Чаши кумыса изображены на гербе района. Они символизируют дружелюбие, источник силы, здоровье, долголетие. Руководством района ведется работа по развитию направления сублимирования кобыльего молока и дальнейшего применения продукта в детском и спортивном питании. Уже есть заинтересованность со стороны спортивных союзов, развиваются связи с российскими и зарубежными исследовательскими центрами. Также ведется работа по созданию перерабатывающих производств. Баймакская земля уникальна. Она сочетает на своей территории одновременно степь, скалистые хребты и пещеры, горные реки, водопады и чистые целебные озера. Живописная природа, богатое историко-культурное наследие, крепкое животноводство создают прекрасные условия для развития агро- и этнотуризма. Недалеко от знаменитого самого высокого водопада в Башкортостане Гадельша появилась первая этнодеревня. А в распоряжении гостей 3 дома, наполненные тишиной и очарованием природы, 2 юрты, в которых можно полностью погрузиться в быт башкир. Здесь научат делать кумыс, азам верховой езды, проведут по тайным тропам с посещением озер и рек. Люди из мегаполисов с удовольствием приезжают сюда, чтобы набраться сил, энергии природы, восстановить организм, насладиться башкирской кухней и гостеприимством. У подножия Южноуральских гор, на берегу чистейшего озера Талкас, расположен одноименный санаторий, предлагающий своим гостям не только отдых в красивейшем месте Башкортостана, но и разнообразные лечебные программы. Одна из востребованных – грязевые процедуры на основе сапропели, даров самого озера. Сочетание природных и передовых технологий позволяют в Талкасе успешно лечить заболевания нервной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата, кожи. Кумыс для нужд санатория производится в собственном хозяйстве. К услугам отдыхающих – рыбная ловля, верховая езда и много других интересных программ. Естественные условия способствуют активации скрытых резервов и обновлению организма человека. Баймакский район – богатый лесной край, что позволяет развивать предприятия по глубокой переработке леса. Богатство недр стало толчком к появлению города Баймака, индустриального
а затем и административного центра Баймакского района. Во второй половине XVIII века началось поэтапное освоение месторождений золота, меди и других природных ископаемых. С появлением медиплавильного завода Баймак стал одним из крупных центров горнодобывающей металлургической промышленности республики. За эти годы освоено более полусотни марок и модификаций литья. Сегодня предприятие, перешагнувшее столетний рубеж, является примером грамотной диверсифицированной политики. В сложных экономических условиях, при поддержке республики, оно смогло перестроиться и теперь выпускает продукцию для газовиков и нефтяников, став одним из крупнейших в стране производителей насосов и запасных частей к ним из износостойкого высокохромистого чугуна. Перспективным проектом стал запуск нового цеха производства литья из высокомарганцевистой стали. Производительность предприятия в целом повысилась на 16%. На протяжении всей своей деятельности градообразующие предприятия активно участвуют в жизни города. За последние годы облик Баймака кардинально преобразился. Благодаря госпрограммам повышается доступность и качество услуг в области здравоохранения, культуры, образования, улучшаются жилищные условия. Приятным подарком для горожан стало открытие детских садов «Миляж» и «Толпар», введение в строй нового жилья, благодаря чему почти 700 баймакцев стали счастливыми новоселами. Появился новый дворец бракосочетания. Стадион «Труд» вновь стал излюбленным местом активного отдыха, как и городской парк и центральная аллея. Было построено новое инфекционное отделение. Сейчас оно единственное в Зауралье. На протяжении многих веков на Баймакской земле в мире и согласии живут народы разных национальностей и вероисповеданий. В настоящее время на территории района сохраняют духовные ценности 65 религиозных объединений. Строятся новые мечети на средства меценатов. В 2019 году Башкортостан будет отмечать важную историческую дату – столетие со дня образования республики. Именно на территории Баймакского района находится первая столица Башкортостана – Тимясово, и первый дом правительства, где с января по март 1919 года работали члены первого башкирского правительства, и там же состоялся первый всебашкирский военный съезд. В экспозиции музея воспроизведен рабочий момент заседания. Композиция из восковых фигур участников встречи раскрывает сложные страницы истории республики в эти переломные дни. Богатая и разнообразная этнографическая коллекция музея, рассказывающая о быте и культуре народов Зауралья. Наличие большого количества археологических, исторических и природных памятников открывает возможности для образовательного туризма. Добро пожаловать в Баймакский район, в республику Башкортостан. Почувствуйте наш ветер. Он степной, добрый, но одновременно закаливающий, не дающий расслабиться. Тому, кто готов быть в движении и жить в партнерстве с природой, он всегда поможет. И, возможно, вам вручит ключи от великой степи.